Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Вопрос о сохранении национальной идентичности татарской молодежи сегодня очень важен. В наших выпусках мы регулярно поднимаем тему проблем и вызовов современности, на которые сегодня татары должны ответить. Московские татары тоже озаботились этой проблемой, поэтому татарская национально-культурная автономия Москвы в лице Фарита Фарисова провела онлайн-конференцию, где обсуждался этот вопрос. В этой части нашего выпуска мы вам покажем то, как московские татарские общественники понимают проблему сохранения татарской идентичности. В картине мира наших спикеров у нас, конечно, есть вопросы. Впрочем, и у вас тоже могут возникнуть вопросы. А может быть и претензии к тому, о чем говорят некоторые спикеры и общественные деятели. Депутат Госдумы Ирик Зинуров рассказывает, какую роль играет татарский язык в самоопределении татар. Стоит отметить интересную особенность относительно языка, что большой процент татар, не владеющий даже татарским языком, все же отмечает татарский язык как родной. По словам депутата, идентичность татар во многом носит символический характер. Все-таки не стоит признать, что идентичность татар во многом носит символический характер. Человек может не знать родного языка, не практиковать ислам, или в случае крещений, православия, не придерживаться народных обрядов и традиций. Но факт наличия татарских корней является решающим в вопросе национального самоопределения. Но языковый фактор остается все-таки значимым. Проблема преподавания родных языков, она остра и все время на слуху находится. Ну что ж, депутат признает, что ситуация с сохранением родного языка для татар остра. Интересный вывод. Да, мы тоже с ним абсолютно согласны. Мы точно так же считали и в 2018 году, когда в Госдуме принимался скандальный закон о преподавании родных языков в школе. Ирик Зинуров тогда, кстати, проголосовал за этот закон. Хороший вопрос, не правда ли? Считал ли тогда Зинуров вопрос о татарском языке таким же острым? Нас, конечно, радует одно. У Ирика Зинурова нет никаких сомнений, что он татарин. Мы тоже за него рады. Очень трудно изменить представление о чем-либо, включая идентичность у людей старшего поколения, наверное, как у меня, наверное. Хотя я уже свою идентичность определил, я татарин. Депутат нашел, за что похвалить татарскую молодежь. Сегодня именно в молодежной среде активно реализуются социальные инициативы, способствующие укреплению и сохранению идентичности. Примечательно, что татарская молодежь очень активно, сегодня мы уже видели нашего министра, очень активно использует социальные сети в качестве инструмента для реализации социальных инициатив. Мы тут тоже присоединяемся к депутату и призываем татар активнее использовать соцсети. О каких же проблемах татар говорит Фарит Фарисов? Молодежь наша воспринимает фильмы не как художественный вымысел, а как исторический факт. И даже наши отечественные фильмы, такие как «Орда», «Взятие Казани», «Зулейха открывает глаза», деформируют представление о реальных событиях. Они не объединяют наши народы многонациональной России, а только разъединяют. С нашей стороны уточним, что Фарит Фарисович под фильмом «Взятие Казани» имеет в виду тот самый фильм, который был показан в марте на Первом канале из цикла «Великие битвы России». Этому фильму ранее мы уже посвящали один из наших выпусков. Весьма дипломатично Фарисов говорит об истории, всколыхнувшей весь татарский мир. Осенью прошлого года в книгах бывшего министра культуры России Владимира Мединского были обнаружены татарофобские пассажи. Мединский историческую роль татар для России приравнял к оккупации, назвав наш народ хуже шведов, поляков и гитлеровцев. Из уст некоторых чиновников звучат фразы о том, что наши предки татары были хуже, чем захватчики немцы, шведы или поляки.
На мероприятии у Фарисова спросили, что он думает по поводу деятельности этномиссионеров, которые покушаются на единство татар. И вот что он ответил. Принимается тематика, делит нас на мишари, сибирских татар, призывает записываться при переписи не татарами. Но в этом направлении очень большую работу делает Ильдар Ирикович Гельмуддинов. Мы будем проводить отдельную в рамках нашей следующей конференции подготовку к переписи. И там будет разъяснено, как нужно записываться, как нас хотят разделить. Но в основном в этом переписи, в этот раз явных посягательств на это пока не наблюдается. Поэтому мы отдельно проинформируем. Как видим, Фарисов в принципе обрисовал контур проблем перед национальной идентичностью татар. Будет ли поднята проблема в будущем с деятельностью этномиссионеров против татарского народа? Посмотрим. В Татарстане есть сообщество феминисток, которое называется «Фемкызлар». В принципе, феминизм – это одно из современных идейных течений в нашем мире, которому более 100 лет. В нем мы не видим ничего плохого. Активистки Фемкызлар назвались так, возможно, чтобы заявить свою готовность работать с татарским культурным кодом, ведь не назвались же они как феминистки Татарстана. И вот 9 мая Фемкызлар решили необычным образом вспомнить подвиг наших дедов и прадедов, героев Великой Отечественной войны. Они обвинили советских солдат в изнасиловании бесчетного числа женщин по пути в Берлин. Бесчетное число женщин – это не наша фигура речи, это цитата у Фемкызлар. В сообществе в соцсетях они немного порассуждали о бедных женщинах, которым после прихода советских солдат срочно пришлось делать аборты. Они прикрепили ссылку на отвратительную статью 5-летней давности из сайта BBC. Статья написана языком манипуляции и представляет собой дешевую попытку агитации, умаления роли и значимости подвига советских солдат и скрытое восхваление гитлеровских солдат. Мы прекрасно понимаем, что война – это большая катастрофа для всех ее участников. Насильники были во все времена, во все исторические периоды. Они, к сожалению, есть в любом городе и стране мира. И вы знаете, авторы статьи незамысловатым образом оправдывают фашистов. Нам заявляют, что немецкое командование было настолько озабочено распространением венерических болезней в войсках, что организовало на оккупированных территориях сеть армейских публичных домов. И все эти глупости нам транслирует Фемкызлар, то есть они не против использования армейских борделей. И армейские бордели – это стопроцентная гарантия, что фашисты никого не насиловали. Кызлар, раз уж если вы взялись за феминизм в контексте татарского культурного кода, то где популяризация идей, например, джадидистов? Дореволюционный татарский просветитель Реза Фахретдин поднимал в своих трудах и произведениях проблему освобождения и равноправия женщин в обществе. Почему бы вам, Кызлар, не популяризировать сегодня его взгляды? Куда ведут сегодняшний Фемкызлар? Ведь из-за них нас в перспективе может ждать целая армия Гузель Яхиных и тонны книг, написанных в духе «Зулейха открывает глаза». Кызлар, поднимайте проблему домашнего насилия, рассказывайте о передовых и актуальных на сегодня взглядах джадидистов, прославляйте тюрко-татарочек, которые показали героизм во время Великой Отечественной войны. Знаете ли вы, например, об азербайджанке Зулейхе Миргабиб-кызы Саидмамедовой? Она была летчицей 586-го истребительного авиаполка. На Як-9 она совершила около 500 боевых вылетов, участвовала в нескольких десятках воздушных боев. Увы, но Фемкызларга эта Зулейха неинтересна. Им подавай только Яхинскую Зулейху. Они хотят смаковать только как советские солдаты насиловали женщин во время войны. И все это ради лайков. 18 мая крымские татары отметили одну из самых печальных страниц истории своего народа.
76 лет тому назад их выселили из родных домов и земель, насильно переселили в Узбекистан, Казахстан и в другие республики Советского Союза. Увы, но в сети предпринимаются омерзительные попытки оправдания депортации крымско-татарского народа. В ход идет словесная эквилибристика, откровенное искажение фактов, манипуляция данными и натравливание на крымских татар представителей других народностей. За гнусное дело по оправданию бесчеловечного поступка по отношению к целому народу взялся молодой YouTube-историк Андрей Рудой. Вы знаете, есть такой способ манипуляции, когда вы начинаете говорить собеседнику то, что он хочет слышать, а потом после слова «но» гнете свою линию, раскрываете истинную сущность своих слов. Андрей Рудой, конечно, уважает крымских татар, но... Сам я интернационалист и считаю, что нет плохих или хороших народов. У каждого народа есть славные страницы в истории и страницы бесславные, а то и вовсе позорные. Но это не означает, что потомки виноваты в деяниях предков или несут за них какую-то ответственность. Сегодня будет много сказано про самые отвратительные деяния крымских татар времен Великой Отечественной войны, но их нельзя экстраполировать как на весь народ до последнего представителя, так и на его будущие поколения. Нужно ли было депортировать крымских татар вот так тотально целым народом? Ну, на мой взгляд, без этого можно было бы обойтись. Но, скажем так, это решение я не поддерживаю, но понимаю. То есть да, мы не можем и не должны причесывать под одну гребенку вот прямо весь крымско-татарский этнос, ибо там тоже были свои герои. Но в целом ситуация выглядела печально. Уважаемые лидеры крымско-татарского народа и по совместительству свидетели геноцида. В теме депортации народов в Советском Союзе есть масса спорного, нелицеприятного. Но депортация крымских татар из-за всех этих историй наименее спорная и наименее нелицеприятная. И наиболее, кстати, оправданная. Тебя уважают на самом деле, но ты должен... Что смеешься? Как там отец говорил? Все до слова «но» — лошадиное дерьмо. Андрей нам рассказывает, что, оказывается, в годы войны были призваны 20 тысяч крымских татар в солдаты. И ровно 20 тысяч крымских татар дезертировали из Красной армии. Вот что доложит заместитель наркома безопасности Кабула в главе НКВД Берия несколькими годами позже. Все призванные из Крыма в Красную армию составляли 90 тысяч человек, в том числе 20 тысяч крымских татар. 20 тысяч крымских татар дезертировали в 1941 году из 51-й армии при отступлении ее из Крыма. 20 тысяч призвали, 20 тысяч дезертировали. То есть мы сталкиваемся с поразительным, практически уникальным случаем из истории Великой Отечественной войны, когда практически все призванные на фронт представители отдельного этноса дезертировали. Рудой преуменьшает роль и значимость крымских татар в партизанском движении. Сколько Крымских татар было в партизанах? Я уже называл цифру в 598 человек, но это на 44-й год. А вот 1 июня 43 года, когда Красная армия еще была далеко и не подступала к Крыму, в партизанах в Крыму было 6 татар. 6. То есть по одну сторону баррикад 6, по другую 20 тысяч. После войны советская власть столкнулась с отрядами бывших пособников фашистов. Например, с теми же лесными братьями в Прибалтике. Историк в кавычках нам со стопроцентной уверенностью заявляет, что крымские татары тоже обзавелись бы такими отрядами, которые воевали бы против советской власти. Как известно, немцы, отступая, оставляли как диверсионные группы из местных националистов агентурную сеть, так и оружие и боеприпасы. Все это привело к тому, что антисоветски настроенные банды в западных районах страны действовали еще долгие годы после уничтожения гитлеровского режима. Так называемые лесные братья в Прибалтике, бандиты в Западной Украине воевали вплоть до 1956 года и унесли с собой в общей сложности десятки тысяч жизней.
в большей степени мирного населения. В Крыму подобное движение развернулось бы вот просто со стопроцентной точностью и имело бы еще больший размах. Скажите, Андрей, а где вы купили магический шар, который вам показывает альтернативное, так сказать, ответвление возможных исторических событий? YouTube-историк аргументирует тем, что после войны у гражданского населения было обнаружено оружие в большом количестве. При обысках у крымско-татарского населения было изъято 5395 винтовок, 337 пулеметов, 250 автоматов, 31 миномет и большое количество гранат и винтовочных патронов. Интересно, зачем им все это понадобилось? Андрей, погуглите слово «трофей». Отметим, что у крымских татар видеоролик блогера вызвал логичное и справедливое возмущение. Ему в комментариях написали опровержение со ссылкой на конкретные исторические данные. Их он, конечно, нагло игнорирует, а мы их зафиксируем. Итак, блогер козыряет количеством найденного оружия у крымских татар после войны. А вот, например, сколько нашли оружия у крымских греков, болгар и армян? Как видим, перевес не в пользу крымских татар. При этом армян, болгар и греков численно значительно меньше депортировали, чем крымских татар. Блогер рассказывает, что в Красной армии были только 20 тысяч крымско-татарских солдат. Прям акцентирует на этом внимание. Но в 51-ю армию было призвано около 6 тысяч крамла. Еще 7 тысяч человек были задействованы в строительстве укрепленного района. На Большой земле в рядах Красной армии было около 17 тысяч крымских татар. Около 3600 крымских татар участвовало в обороне Севастополя. За отказ сотрудничества с фашистами были сожжены такие татарские села, как Айлянма, Чермалык, Бишуй, Чаир и Тарнаир. Историк Владимир Поляков доказал, что в составе крымских партизан доля татар составляла 16%, то есть 600 партизан татар. Всего партизан на полуострове насчитывалось 3750 человек. В 2 партизанских соединениях в Крыму из 3 комиссарами были крымские татары. И чтобы их чтили, мы назовем их имена. Комиссар Южного соединения Мустафа Селимов. Комиссар Восточного соединения Рифат Мустафаев. В своих выводах блогер Андрей Рудой опустился до самой низкой бесчеловечности. Он обвинил крымских татар в том, что они, вспоминая историю своей депортации, тем самым разжигают межнациональную рознь и противопоставляют себя русскому народу. Успокойтесь, уважаемые. Именно вы сейчас провоцируете, раздуваете межнациональную рознь между крымскими татарами и русскими. Мы выдвигаем встречное обвинение Андрею Рудому. В вашем видео мы насчитали более 5 ссылок на немецкие исторические источники. Уж очень вам нравятся мемуары Эриха фон Манштейна. Вы их цитируете без капли сомнения в его словах. Не получается ли, что в попытках оправдать преступления сталинских палачей в отношении крымского народа вы с раболепием преклоняетесь перед достоверностью слов немецких генералов? Вы заявили, что считаете себя интернационалистом. У крымского народа есть справедливая историческая претензия к Советскому Союзу, к сталинскому правлению. С каких пор Советский Союз ассоциируется только с русским народом? По-моему, вы сами разжигаете межнациональную рознь, товарищ интернационалист. Наш блог, посвященный крымским татарам, мы хотим завершить словами историка Владимира Полякова. Он изучил роль крымских татар в Великой Отечественной войне по большому массиву исторических источников. Он не зачитывался мемуарами фашистов-генералов. Крымско-татарский народ может жить с гордо поднятой головой и не стыдиться своей истории.